Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина ва набийна Мухаммаду аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма ба'д. Человек, который уверовал в Всевышнего Аллаха, обязан верить в его ангелов. Вера ангелов – это второй столб нашей веры, имана. Ангелы – это невидимые для нас тела, созданные из света. Передается в достоверном хадисе, сборнике Муслим от Аиши, ради Аллаху анха, что ангелы созданы из света, а джинны из огня. Ангелы не едят и не пьют, потому что не испытывают потребности в пище и воде. Они особые почтенные рабы Всевышнего Аллаха, которым оказана милость тем, что они не ослушиваются Аллаха. Мы, люди, конечно, не можем видеть ангелов, мы не видим их, кроме пророков мир им. Пророки могут их видеть в своем истинном облике, а люди могут ангелов видеть, когда они приходят в виде человека. А так в истинном облике люди не видят их. Точно так же люди не видят и воздуха, который окружает нас, мы тоже его не видим. И ангелы могут принимать другие обличия. А если ангелы принимают облик, видимый для людей, например, облик человека, то тогда мы можем их видеть. Так в хадисе, называется хадис так, хадис Джибриля. Ангел Джибраиль, мир ему, пришел в облике человека, и все присутствующие сподвижники его видели. А то, что пророки видят ангелов в их изначальном облике, это особенность, которой Аллах наделил их этим. Мудрость это о том, чтобы они могли от ангелов, в частности от Джибриля, мир ему, получать тексты, писания и шариатские законы. Пристанище Джабраиля, мир ему, расположено на самой высшей точке, именуемой Сидратуль-Мунтаха, которой только могли бы достичь творения из числа приближенных ангелов. В хадисе из сборника Бухари передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел Джибриля мир ему 2 раза в его истинном обличии. Ангелы созданы таким образом Всевышним Аллахом из света. У ангелов есть разные свои обязанности. Вот самое главное, те, которые мусульмане мы должны знать, особенно среди ангелов есть такие посланцы, которых Аллах отправляет пророкам и посланникам, например, Джибриль мир ему. Есть ангелы-хранители, которые защищают людей. Есть ангелы-писцы, кираму катибин, которые записывают плохие и хорошие деяния в книгу, которая будет человеку в судный день предъявлена. Есть еще ангелы, которые занимаются управлением раем и управляют адом. Управляющий раем его называют Ридван, а который управляет адом его называют Малик. И есть ангелы, которые держат арш. Те, кто выполняет различные полезные поручения Всевышнего, например, Микаил. Есть ангел смерти, который забирает души, Малакуль Маут. Есть ангелы, ведущие могильный допрос, Мункар и Накир. Есть ангел, дующий в рог для возвещения о конце света и начале судного дня, его зовут Исрафиль. И еще в аятах и хадисах упоминаются различные функции, которые выполняют ангелы. Суть веры ангелов обязательно верить во всех ангелов общем, сколько бы их ни было. Их очень много, точное их количество знает, конечно, только Всевышний Аллах. В Коране Джабраиль назван другом пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Поводом к тому, что Господь назвал Джабраиля другом Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, послужила история с его женами Айшей и Хавсой, которых, согласно священному писанию, Всевышний упрекнул за их поступок.
связанной с семейно-бытовыми отношениями. И в этой связи им напомнили о том, что Джабраиль и праведные верующие являются друзьями Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Среди всех ангелов есть 4 ангела особенные. Они самые важные ангелы. Как в своем тафсире говорит имам Рази, они ангелы малаик аль-мукаррабун, приближенные ангелы, то есть их высокая степень у них. Они выше по степени, чем другие ангелы. И эти 4 ангела, первый идет Джабраиль, мир им всем, потом Микаиль, потом Исрафиль, потом Малакуль Маут, Азраиль его зовут, потом ангелы, которые несут, держат трон. Вот они самые высшие ангелы. И среди всех ангелов ангел Джабраиль считается одним из самых важных и великих ангелов в исламском вероубеждении. Главная обязанность ангела Джабраиля – донести слова Аллаха до его пророков. Именно Джибриль открыл Коран досточтимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Имя Джибриль это означает, имам Аллан аш-Шафи'и в своей книге Далиль аль-Фалихин пишет, что Джибриль это является по происхождению ассирийским словом и означает раб Аллаха или раб милостивого, то есть Абдуллах или Абдурахман. Слово Джибриль состоит из 2 слов. Джибр это раб, Иль это Бог означает. Вот так он пишет. У Джабраиля есть и другие имена. Аллах его называет в Коране и другими именами. Его называют Рух, Рухуль Кудус, Рухуль Амин, Аминуль Вахи, Намусуль Акбар. Это означает Аминуль Вахи, верный посланник откровения. Рухуль Амин, верный дух. Рухуль Кудус, святой дух. Намус Акбар, обладатель высочайшего достоинства. И вот такие имена тоже есть у ангела Джабраиля. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был щедрейшим из людей, и наибольшую щедрость проявлял он в месяц Рамадан, когда с ним встречался Джабраиль, мир ему. Во время Рамадана он встречался с ним каждую ночь, повторяя с ним Коран. И поистине в эти дни посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был более щедр на все благое, чем вольный ветер. Аллах Джабраиля описывает в аятах Корана по его имени Джабраиль в нескольких, точнее 3 местах. А еще Аллах описывает Джабраиля в Коране, например, в сурате Таквир, 20 аят, Аллах говорит «Зи куввати инда зил аршил макин». То есть его смысл означает обладатель силы и высокого положения при властелине арша, то есть возле Всевышнего Аллаха. Это означает, Джибриль мир ему наделен невероятной силой. Рассказывается в Коране про народ Лута. Джибриль вырвал из земли их города, поселения. Говорится, что их было 4, а в другой версии говорится, что их было 7. Он их вырвал из земли своим кончиком своего одного крыла и поднял их в небо, а затем обрушил вниз. Также Аллах говорит в этом аяте, что Он наделил его высоким положением и особым статусом. В следующем аяте того сурата Аллах говорит «Мута'ин сумма амин». Ему там на небесах, то есть Джибрилю, повинуются и доверяют. То есть Джибриль, мир ему, Джибрилю повинуются другие ангелы. И именно по его приказу пророку, алейхиссалату вассалам, ночь Вознесения, Лайлатуль Ми'радж, открыли врата небес по поручению Джибриля. Также он ангел, которому Аллах доверил доносить его откровение до пророков. В другом сурате Ан-Наджм, 5 аяте, Аллах говорит про Джибриля «Алламаху шадидул кува», то есть научил его Мухаммада, мир ему,
обладатель могучей силы, то есть научил его Джибриль, имеется в виду. Аллах его описывает обладателем могучей силы. В следующем 6 аяте сураты Наджм Аллах говорит: «Зу мирратин фастава». Из здравого ума, обладатель здравого ума, и вот он явился истинным в своем обличии, «Вахуа бил уфук ил а'ля», на высшем горизонте. То есть здесь имеется в виду, передал Мухаммаду, да благословит Аллах и приветствует, откровение от Господа миров, сильный и мудрый ангел Джибриль, алейхиссалам. И однажды он явился пророку, алейхиссалату вассалам, в своем истинном облике. В хадисах сообщается, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, видел Джибриля таким в своем истинном облике всего 2 раза. И он был таким огромным, что закрывал собой весь горизонт. И все пространство между небом и землей. Вот это можно объяснить в примере. Так мы видим Солнце. Солнце само такое огромное, но из-за расстояния мы видим его как бы в уменьшенном виде. Вот ученые области астрономии, сейчас мы знаем, установили, что расстояние от Земли до Солнца примерно 150 миллионов километров. Вот такое расстояние. И диаметр Солнца больше, чем диаметр Земли 109 раз. И это настолько огромно, что 1 300 000 планет Земля может поместиться внутри Солнца. Вот такое огромное Солнце. Но из-за того, что она далеко от Земли, мы его видим не такой уж и большой. Вот пророк тоже видел ангела Джибриля в своем истинном облике, но в своем истинном облике он не может поместиться в планете Земля. И он как бы проходил пророку в виде облика человека. А иногда его просто было слышно, а видно не было. Вот таким образом пророк его тоже видел. Когда видел в своем истинном облике, он закрывал собой весь горизонт. Вот такой огромный, на самом деле, Джабраиль, алейхиссалам. Умар бин Аль-Хаттаб рассказывал, однажды, когда пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, находился в обществе своих сподвижников, к ним откуда-то подошел человек с очень темными волосами, облаченный в ослепительную белую одежду. Затем сел к Мухаммаду и последственно спросил об исламе, имане, ихсане, о судном дне и его признаках. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, отвечал на все вопросы, кроме вопроса о судном дне, ибо, по его словам, он знает не больше того, что знает об этом спрашивающий. После каждого ответа спрашивающий подтверждает истинность сказанного Мухаммада. Задав все вопросы, незнакомец уходит, и спустя некоторое время Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сообщает Умару ибн Аль-Хаттабу, что это был ангел Джибраиль, явившийся, чтобы обучить их религии. Другие подробности о природе и роли ангела Джабраиля становятся нам известны из хадисов посланника, алейхиссалату вассалам. Джибриль явится к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, в назначенное время, чтобы передать от Аллаха аяты Корана в течение, как мы знаем, 23 лет. И будет требовать от него повторять их за ним. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, запоминал эти аяты, слушая и повторяя их. Являясь пророком Аллаха, ангел Джибриль часто принимал, как мы и ранее говорили, он часто принимал форму человека. Но бывало и так, что он не показывался явно, а был слышен только его голос. И он часто приходил в облике сподвижника, известного Дихья бин Халифа Аль-Кальби, известного как Дихья Аль-Кальби из племени Кальб. Он приходил в облике этого сподвижника. А иногда
И один раз Джибриль пришел в облике неизвестного мужчины, в белой одежде, чистой от пыли и с черными волосами. Это передается в достоверном хадисе Муслим. Хадис называется хадис Джибриля. И этот раз Джибриль сел напротив пророка, алейхиссалату вассалам, и начал задавать вопросы про иман, про ислам, про ихсан, и пророк ему отвечал. И в конце, когда беседа закончилась, и этот человек ушел, и пророк, когда прошло немного времени, спросил своих сподвижников: вы знали, кто он был? И сподвижники ответили: Всевышний Аллах, его пророк знает лучше. И тогда пророк им сказал, в частности Умару он сказал: «Я Умар, фаиннаху Джибриль атакум юаллимукум динакум». Это приходил ангел Джибриль в облике человека, чтобы научить вам вашей религии. Вот, оказывается, это был Джибриль. И таким образом мы знаем, что он приходил в облике и незнакомого человека тоже. И это то, что мы говорили, что пророк, алейхиссалату вассалам, его видел 2 раза в его истинном виде, истинном обличии. Это передается, это установлено в двух сборниках Сахиха, то есть Сахих Бухари и Муслим. В одном этом хадисе ан Аишата передается, ради Аллаху анха, пророк, алейхиссалату вассалам, видел Джибриля в его истинном обличии. И он закрывался за собой весь горизонт. Такой огромный был. И также установлено от хадиса, который передает Ибн Мас'уд, ради Аллаху анху, пророк, алейхиссалату вассалам, видел Джибриля с 600 крыльями. То есть у него 600 крыльев огромных. Ну, не такие, как мы себе представляем их. Рассказывается, что из его крыльев как бы стекаются рубины и изумруды. Вот такие крылья. Они же созданы из света, из нура. И по поводу его силы, как мы раньше и сказали, он очень огромный, ангел Джибриль, самый могущественный. И Аллах дал ему возможность очень быстро передвигаться. Мы не можем его узнать как следует, но мы знаем из достоверных хадисов, пророк, алейхиссалату вассалам, рассказывал, когда он вместе с Джибрилем, они поднимались в небеса Лейлатуль Ми'радж. Есть 7 небес, и между каждыми небесами имеется расстояние 500 лет. Это неизвестно, это какой скорость и какой расстояние он говорил именно, но он сказал 500 лет. В области астрономии сейчас ученые, как мы знаем, скорость измеряют со скоростью света. Это самая быстрая скорость, которую мы на данное время можем знать. Это где-то 300 тысяч километров в секунду. То есть за 1 секунду свет может облететь вокруг Земли 7 раз. Вот так получается. И пророк говорит в достоверных хадисах, Лейлатуль Ми'радж, расстояние между каждым небом 500 лет. И Джибриль, как мы знаем, в мгновение он приходил пророком и нашему пророку, алейхиссалату вассалам, и всегда ему он помогал, и еще его называют помощником пророков, и всегда в трудных ситуациях он оказывался рядом с пророками. И его место обитания рассказывается в книгах возле Арша. Это самое большое небесное тело, Арш. И еще рассказывается Сидратуль Мунтаха. Это выше, чем 7 небес. И вместе этим, за это мгновение он может очутиться в планете Земля и обратно там. Вот
такой силой он обладает. И, как мы ранее говорили, когда он уничтожил города племени Лута, из 600 его крыльев, которые собой, если одно крыло смотреть, он от запада до востока его занимает вместо его одно крыло, так рассказывается. И когда он уничтожил эти города, он их поднял всего лишь кончиком одного крыла из 600. Вот такой он огромный ангел Джабраиль. У Джабраиля, мир ему, есть также множество других дел. Не следует забывать, что одной из его важных обязанностей, как и у всех остальных ангелов, является поминание Аллаха. В суре Аль-Кадр еще рассказывается про Джибриля. «Таназзалу аль-малаикату вар-руху фиха биизни раббихим мин кулли амр». Здесь Аллах говорит, ночь предопределения, то есть Лайлатуль Кадр, ангелы и дух, то есть Джибриль, спускается на него эту ночь каждый год, разрешение их Господа на землю со всеми его повелениями. То есть имеется в виду, муфассиры, толкователи Корана здесь приводят, Лайлатуль Кадр, ночь предопределения, ангелы, среди которых и Джибриль, алейхиссалам, спускается по приказу Аллаха на землю, чтобы выполнить все предопределенные Господом от этой ночи до Лайлатуль Кадр будущего года, все его повеления. Это толкование передается от Ибн Аббаса, ради Аллаху анхума, в тафсире Куртуби. Таким образом, мы можем рассказать вкратце то, что Аллах, как описывает ангела Джибриля в своем священном Коране, и как его приводится в достоверных хадисах пророка, алейхиссалату вассалам. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин.